Слава Богу. Вы рады, что сегодня здесь? Jūs esat priecīgi, ka Amen. esat šeit šodien? Прекрасно. Да, вижу ваши Brīnišķīgi. улыбки. Redzu jūsu Тема smaidus. сегодня «Простираясь вперед». Šodien tēma virzoties uz priekšu. Это продолжение предыдущей проповеди. Turpinājums no iepriekšējas vētrunas. В это последнее время мы собираемся с несколькими лидерами и говорим о трех словах, да, Pēdējā laikā mēs pulcējamies ar līderiem un runājam par 3 vārdiem, которых начинаются с буквы «П». kuri sākās ar burtiņu P krievu valodā. 3 элемента, которые нам нужны, чтобы продвигаться вперед. 3 elementi, kas mums ir nepieciešami, lai virzītos uz priekšu. 3 буквы «П». 3 burtiņi P. Первое – это предназначение. Pirmais, tas ir aicinājums. Второе – подчинение. Pakļaušanas otrais. И третье – посвящение. Un trešais nodošana. 3 вещи, которые нам нужно развивать, понять, получить от Бога, 3 lietas, ko mums vajag attīstīt, saprast un saņemt no чтобы мы Dieva. могли обнаружить, какое наше предназначение Lai mēs varētu atrast, kāds ir mūsu на aicinājums этой земле, šeit virs zemes. чтобы мы могли понять, где мы должны исполнять наше предназначение. Lai mēs varētu saprast, kur mēs varam pildīt mūsu aicinājumu. Есть место особенное, где Бог хочет, чтобы мы развивали наше призвание. Ir īpaša vieta, kur Dievs vēlās, lai mēs attīstītu savu aicinājumu. Скорее всего, это церковь. Un droši vien tā ir draudze. Может быть, эта церковь, может быть, другой церковь, может быть, неважно, какая церковь. Varbūt šajā draudzē citā vai kaut kur citur vēl, tas nav svarīgi. В этой группе, вторая группа. Vienā vai otrā grupā. Главное, что мы поняли, что Бог хочет нам там. Galvenais, lai mēs saprastu, ka Dievs mums tieši tur И в vēlās. каждой церкви, каждой группе есть духовный авторитет. Katrā draudzē, katrā grupē ir garīgā Есть autoritāte. наставники, есть пастыря, есть лидеры. Ir padomdevēji, mācītāji, И мы должны līderi. понять, что мы исполняем наше предназначение в этом, может быть, пространстве, где есть кто-то, который Бог поставил над нами. Mums jāsaprot, ka mēs pildam savu aicinājumu tajā telpā, vidē, kur Dievs ir mūs ielicis, un ir cilvēks, kas ir augstāks par mums. И третье – посвящение. Un nodošanās, Посвящение, то есть отдаваться к Богу nodoties Dievam, для того, чтобы исполнять вот это предназначение. lai pildītu šo aicinājumu. И прошлое воскресенье мы начали говорить об этом. Un pagājušajā svētdienā mēs sākam runāt par to. И я прислал послание по WhatsApp, Un es jums sūtīju vēstuli WhatsAppā, где повторил снова эту идею kur vēlreiz atkārtoju šo о ideju. том, что нужно отдавать Богу все, что мешает, Par to, ka jādod Dievam viss, kas traucē. и все, что, наверное, в чем мы гордимся иногда. Un laikam dažreiz to, par ko mēs lepojamies. То есть апостол Павел говорит, забывая о прошлом, да, о том, что позади. Apostols Pāvils saka, aizmirstot tas, kas bija jau, kas jau pagāja. Да, это очень важный момент. Tas ir ļoti svarīgs moments. Чтобы, как кто-то мне говорил, и я верю, что это слово от Бога, Kāds man teica, un es ticu, ka tas ir Dievs vārds no потому Dieva. что я верю, что человек получил от Бога тоже откровение на основании этой темы, Es ticu, ka Dievs cilvēks saņem atklāsmi no Dieva, pamatojoties uz šo tēmu. что иногда у нас есть хвосты, которые остаются из прошлого, да, Ka paliek tās astes no pagātnes. и нам нужно резать эти Man mums хвосты, vajag tās nogriezt. да, потому что они mешают, они являются бремя для каждого из нас. Jo tie traucē, un tā ir nasta katram no mums. Тогда будем размышлять об этом, Un правда? tagad padomāsim par И to. я надеюсь, Un es ceru, что вы могли 31 декабря ka jūs 31. decembrī varējāt строить вот этот алтарь или жертвенник, celt šo altāru, потому что это место. jo tā ir vieta. И не просто место, это момент, Tā nav vienkārši vieta, tas это ir moments, возможность, iespēja. когда мы осознаем, что мы перед Богом, Kad mēs apzināmies, ka esam Dieva priekšā, что вся наша жизнь принадлежит Ему. un visa mūsu dzīve viņam pieder. И мы не просто отдаем Богу то, что, ну ладно, я даю тебе
вот этот. Не. Мы возвращаем Богу все, что Ему уже принадлежит. Un tas nav tā, ka mēs vienkārši dodam Dievam tas, kas mums te ir, bet nē, mēs atgriežam visu всё to, kas viņam принадлежит Богу. jau pieder. Jo Наше viss прошлое, viņam наше pieder. настоящее, наше будущее. Mūsu pagātne, nākotne un tagadne. Наше тело, наши мысли, наше сердце. Mūsu miesa, domas, sirdis Наше служение. un arī mūsu kalpošana. Все принадлежит Ему. Viss viņam pieder. Тогда жертвенник или время жертвы это не, конечно, буквально жертва, это уже прошло. Tātad altārs, jeb tas, ko mēs dodam, tas burtiski jau ir tā kā Этот pagājis. момент, когда мы осознаем, что да, Господь, все принадлежит Тебе. Bet tas ir tas moments, kad mēs apzināmies, jā, kungs, viss pieder tev. И чем чаще этот момент происходит в нашей жизни, Un jo biežāk šīs moments notiek mūsu dzīvēs, чем более мы счастливые люди, в jo vairāk Господе, esam laimīgi cilvēki iekšā kunga, чем больше заботах у нас есть. jo vairāk rūpes mums ir. Потому что мы Богу все отдаем. Jo mēs Dievam atdodam visu, Все, что Ему принадлежит. viss, kas viņam pieder. Это Его проблема. Tā ir viņu problēma, Это Его ситуация. tā ir viņa situācija. Это Его намерение, Его воля во Tā ir всем. viņa nodoms un griba it visā. И я начинаю этот год Un šo gadu es с iesaku огромной надеждой, ar lielu cerību, что этот год будет начало чего-то особенного. ka šīs gads būs kaut kā īpaša sākums. То есть каждый год мы начинаем с надеждой, правда? Что Katru что-то- gadu mēs sākam ar cerību. Но я не знаю, у меня есть на сердце особенное ощущение, Bet es nezinu, kāpēc, bet sirdī man ir īpašas sajūtas, что действительно начинается особенное время. ka patiešām sākās īpašs laiks. Может быть, не все сразу происходит. Varbūt ne viss uzreiz notiks. Может быть, не все сразу увидим все изменения, которые мы нуждаемся видеть в себе и в других. Varbūt ne uzreiz mēs pamanīsim visas tas izmaiņas, kas mums jāredz gan sevī, gan citos. Но я хотел бы, чтобы мы все начали этот год с этим ожиданием. Bet es gribu, lai mēs šo gadu iesāktu ar tādām Да, gaidām. действительно, Господь, Ты кое-что начинаешь. Jā, patiešām, kungs, tu kaut ko iesaki. И проявляется новый шанс для многих из нас Un daudziem no mums parādās jaunas iespējas. видеть, Atkal redzēt, пережить piedzīvot. то, что мы, наверное, о чем молимся, да, долгое время. Tas, par ko mēs ilgu laiku lūdzam. Тогда год закончился с этой идеей, да, алтарь, жертвенник. Tad gads beidzās ar šo ideju - altārs, upurēšana. И я хотел бы, чтобы мы снова представляли, что здесь горит Божий огонь. Un es gribu, lai mēs atkal iedomātos, ka šeit deg Dieva uguns. Такой маленький огонек. Neliela tāda uguns. Потому что, снова говорю, огонь Божий никогда не прекращается. Un vēlreiz atgādinu, Dieva uguns nekad neapstājās. Дух Святой всегда действует. Svētais gars vienmēr Дух darbojās. всегда есть. Svētais gars vienmēr ir. Поэтому Господь, Павел говорит Тимофей, чтобы он не снова начал этот огонь, чтобы он как-то, как написано, возбуждал, да? Un tāpēc Pāvils Чтобы Timotejam огонь raksta, снова. lai viņš vaktē to uguni, lai tā nepazūtu un atkal Потому degtu. что у каждого из нас есть этот огонек, амин, от Духа Jo Святого. katram no mums ir šī svēta gara liesma. Но Господь хочет, чтобы мы больше горели для Bet Него, Dievs vēlās, lai mēs vairāk degtu, чтобы мы больше посвящались к Нему, lai mēs vairāk viņam nodotu, чтобы мы больше поняли наше предназначение, lai mēs labāk saprastu mūsu aicinājumu, чтобы мы поняли, где наше место, lai mēs saprastu, kur ir mūsu vieta, где Господь хочет меня видеть. kur Dievs vēlās mani redzēt. Как он сказал Тимофею, я тебе оставил там, чтобы ты мог исполнять волю Божию для этой церкви. Kā viņš arī teica Timotejam, es tevi tur atstāju, lai tu varētu pildīt Dieva gribu tajā draudzē. Тогда напомню вас местописание, о котором мы говорили в прошлый раз. Atgādināšu jums rakstvietu, par kuru mēs runājam ar jums pagājušajā Еще раз reizē. говорю, что Бог не принуждает нас. Vēlreiz saku, ka Dievs mūs nepiespiež. Бог не составляет нас. Viņš neliek mums. Это наше согласие. Tā ir mūsu piekrišana. Поэтому апостол Павел так мило и так нежно он говорит, умоляю вас, братья. Un tāpēc apsols Pāvils tik maigi saka, ka es jums lieku pie sirds Милосердием Божьим. ar Dieva И я žēlastību. хотел, чтобы вы поняли и приняли это послание
от меня или через меня, неважно, с этим отношением. Un es gribu, lai jūs šo vēsti paņemtu no manis ar tādu attieksmi. Чтобы мы могли понять, что это Божье желание для каждого из нас. Lai mēs varētu saprast, ka tā ir Dieva griba katram no mums. И я могу сказать тоже вам, умоляю вас, Un es arī jums varu pateikt, ka lieku jums умоляю вас pie sirds, милосердием Божьим. Dieva žēlastībā. И я включаю себе, что мы представили тело наше, жертву живую. Un es arī iekļauju to, ka lai mēs nodotu sevi pašus par dzīvu, Видите, алтарь, Упори. жертва, посвящение. altārs, nodošana, upuris. Чтобы мы могли поклониться Богу. Lai mēs varētu pielūgt Dievu. Это идея, да, чтобы для разумного служения, это имеется в виду для разумное поклонение Богу. Lai mēs varētu nodot sevi prātīgai kalpošanai Dievam. И чтобы мы не сообразились с веком сей, Un lai mēs netoptu līdzīgi šai pasaulē. об этом чуть-чуть позже говорю, Par to mazliet vēlāk но что мы pateikšu. обновились Bet lai mēs tiktu в atjaunināti ума нашего, savā prātā. как мы думаем Kā mēs domājam, и сколько наш ум позволяет нас понимать Божий замысел, Божий план для нашей жизни. un cik mūsu prāts ļauj mums saprast Dieva nodomus un plānus mūsu Мы могли dzīvē. познавать, что есть воля Божья для нас. Lai mēs varētu saprast, kas ir Dieva griba mums. Благая, угодная и совершенная. Laba, patīkama un pilnīga. Тогда в прошлой неделе мы говорили о том, что давайте приносим все, что мешает. Un tad pagājušajā nedēļā mēs runājam, lai mēs nestu visu, kas mums traucē. Все разбитые такие отношения, Visas sagrautas attiecības, все обиды, visas все aizvainošanas, преследуют нас мысли, в которых нет Бога. visas domas, kas seko mums un kas nav no Что Dieva. мы принесли все к Богу, Lai mēs visu nestu Dievam. и что мы совершили, и что Бог совершил это все сожжения, да, что все исчезнет. Un lai Dievs pieņemtu šo upuri un lai viss tas pazūstu. Что только осталось пепел, Lai tikai pelni paliktu. что больше это не влияло на нас. Lai tas vairs neietekmētu mūs. И мы можем это сделать не только один раз в 31 декабря, каждый день мы можем Un mēs приносить. varam to darīt ne tikai vienu reizi 31. decembrī, bet Когда katru мы dienu. чувствуем, что еще, эта ситуация мне мешает. Kad mēs vēl jūtam, ka vēl šī situācija traucē mums. Я не могу простить, я не могу Es оставить. nevaru piedot, es nevaru atstāt. Я слышу рядом человек, разрушается. Es dzirdu šo Разрушаюсь. cilvēku un mani tas kaitina. Тогда снова к Богу. Tad atkal pie Dieva. Господь, я все принесу тебе. Kungs, es visu tev Я хочу nesīšu. быть свободным. Es gribu būt Я brīvs. хочу быть чистым. Es gribu būt šķīsts. Амин. Amen. Это то, что Господь обещает. Tas ir tas, ko Dievs sola. Полное прощение, Pilnīga полное nodošana. освобождение, Pilnīga atbrīvošana. полное оправдание в Иисусе Христе. Pilnīga attaisnošana Jēzu Нету Kristu. вины больше. Вина. Nav vairāk Amen. vainas. Это то, что доступно к нам Tas ir tas, kas через pieejams Иисуса mums Христа. caur Jēzu Все Kristu. наше прошлое Visa mūsu pagātne. оставлено там, Mēs atstājam to tur. в этой козуле, которая потерялась в пустыне. Там была, я сказал козуля, но это не козуля. Да, козел, да, не важно. Возлагали руку на эту Viss palika животное. uz tā āža, kas tuksnesī tur palika. Помните, да? И Atcerieties? отпустили в пустыню. Un palaida to tuksnesī. И больше не видели. Un vairāk to neredzēja. Она пропала. Tas pazuda. Что мы могли возлагать все на Lai mēs Господа. varētu likt visu tam Что Господь kungam. взял нас, потому что Он уже это взял на себя. Jo, lai viņš to paņemtu, un viņš jau to ir paņēmis. Он это уже совершил для нас. Аминь. Viņš to jau ir izdarījis mums. И Господь хочет, чтобы это стало реальное для нашей жизни. Un Dievs vēlās, lai tas kļūtu reāls mūsu dzīvē. А сейчас, после того, как мы приносим наше прошлое, Un tagad, kad mēs atstājam un esam mūsu Вот. pagātni, есть такое местописание в Псалом 31. ir tāda rakstvieta, 32. psalms. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек. Svētīgs tas, kam piedoti grēki. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Аминь. Вот блаженны мы, Mēs esam svētīgi. когда мы можем просто получить от Бога эту свободу. Kad mēs vienkārši no Dieva varam saņemt šo Освобождение от brīvību, всего. šo atbrīvošanu Но no давайте сейчас visa. смотрим впереди. Un tagad skatīsimies uz priekšu. Читаем снова наше
главное местописание. Atkal lasīsim mūsu svarīgo raksturvietu. Братья, я не почитаю себе достигшим, а только забывая задние. Вот и есть 3 вещи, которые нужно сделать здесь, да? Un šeit ir 3 lietas, kas mums jādara. Первое – забывать. Pirmais – aizmirst. Второй – простираясь вперед. Nākamais – virzīties uz priekšu. Третье – стремлюсь к цели, Tiekos uz mērķi. Trešais. по чести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Я хотел об этом сегодня с вами больше размышлять, Un vairāk par to šodien gribētu pārdomāt. потому что мы уже оставили и оставляем, Jo jau mēs atstājam, и сколько надо приносим Богу, все, что мешает. cik vajag mēs nesam Dievam viss, kas tas traucē. Но нужно еще 2 вещи делать. Bet vajag vēl dažas lietas darīt. Апостол Павел говорит, простираясь вперед. Apsols Pāvils saka, ka dzenoties pretīm. Второй, стремлюсь к цели. Nākamais, ka cenšos pie sēklas. Тогда очень важно, что мы верили, Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs ticētu, знали и поняли, zinātu un saprastu, что кое-что нас ждет впереди. ka kaut kas mums gaida priekšā. Что это не все. Un ka tas vēl nav viss. Это мы не достигли уже последняя остановка нашей духовной христианской жизни. Mēs vēl neesam sasnieguši pēdējo pieturu mūsu garīgajai kristīgajai Что-то dzīvē. есть впереди. Vēl kaut kas ir priekšā. И это связано с высшим званием через Иисуса Христа для каждого из Un нас. tas ir saistīts ar augstāko zināšanu par Jēzu И Kristu наше высшее mūsu звание dzīvēs. в этом мире – это быть похожим на Иисуса Христа. Un tas augstākā zināšanas mūsu šajā pasaulē būtu Быть līdzīgi Jēzum, настоящими христианинами. būt patiesiem kristiešiem, Представлять Божьи интересы в этом мире. parādīt Dieva interesi šai pasaulē. И для этого у Бога есть определенный уникальный план для каждого из нас. Un tāpēc Dievam ir unikāls noteikts plāns katram no mums. Тогда Павел говорит, я простираюсь вперед. Un tad Pāvils saka, es dzenos pretīm. Есть какое-то отношение в этом. Ir kaut kāda attieksme, То есть есть какое-то действие. ir kāda darbība. Это то, что я хочу, чтобы мы поняли. Es gribu, lai mēs arī to saprastu. Что это не будет происходить нас просто так. Ka tas nenotiks mums tāpat vien. То есть нам нужно чем-то как-то двигаться. Mums kaut kādā veidā vajag virzīties uz Стараться, priekšu. как мы говорили, достигать то, для чего Иисус меня достиг. Censties sasniegt to, kādēļ Jēzus man ir sasniedzis. Тогда нужно распоряжаться или напрягаться каким-то образом. Tad vajag pielikt pūles. И написано, простираясь вперед. Un rakstīt zenoties То есть pretī есть какое-то mērķim. направление, Ir kāds есть virziens, какая-то будущность. ir nākotne. Как Еремия говорил, я избрал вас, чтобы давать будущность. Kā Jeremija nadieždu. teica, es izredzēju jūs, lai dotu jums nākotni un cerību. Тогда вот наше отношение очень важно. Un tāpēc mūsu attieksme ir ļoti svarīga. Очень часто напоминает это местописание, Ļoti bieži atgādina šī raksturvieta, что мы Его творение, ka mēs esam viņa radība, созданы в Христе Иисусе kas radīta Jēzu Kristu на добрые дела, labiem darbiem, которые Бог предназначил ko Dievs ir nodevis, нам pavēlējis, исполнять. lai mēs to То pildītu. есть обращайте внимание, то есть это не случайно. Pievērsiet uzmanību, tas nav Что nejauši, Бог приготовил ka Dievs ir sagatavojis добрые дела, labas lietas. они впереди, Tās ir priekšā, но нам исполнять их. bet mums vajag tās darīt. Нам двигаться к этой дела, которые Господь уже приготовил. Mums jāvirzās uz tiem darbiem, ko Dievs jau ir sagatavojis. А какие они, я не знаю. Kas tie par darbiem, es Но nezinu. Бог может даже удивлять нас. Bet Dievs tālāk var mums Удивлять нас, apbrīnot, чтобы мы могли оказаться там, где мы никогда не думали раньше. lai mēs varētu būt tur, kur agrāk nebijām domājuši būt. Мы не представим даже, что Господь приготовил для нас. Mēs pat nevaram iedomāties, ko Dievs mums ir Тогда sagatavojis. первое, Павел говорит, простираясь вперед, Tad pirmais Pāvils saka, dzenoties uz priekšu. стремлюсь к цели. Es tiekos uz to mērķi. Это слово «стремлюсь»
Šīs vārds tiekos. употребляется больше 40 раз в Новом Завете. Jaunajā derībā tiek izmantots vairāk nekā 40 И reizes. почти 90% раз переводится как гнать. Un 90% no tiem ir tulkoti kā dzīt. То есть, когда верующих гоняли, да, когда преследовали, Kad ticīgi bija vajāti, вот это слово, šīs vārds tika izmantots гнать, dzīt. это говорится о том, что есть какое-то намерение, Tiek runāts par to, ka ir kāds nodoms, какое-то сильное стремление. kāda spēcīga tikšana. Потому что когда верующим гоняли, это было настоящее решение государства или от кого-то, чтобы разрушить христианство. Jo, kad kristieši bija vajāti, tas bija īsti paties lēmums no valdības, lai viņi būtu dzīti projām. Вся сила государства там пошла туда, чтобы... Visi valsts spēki bija uz to Все veltīti. замыслы фарисеев были сфокусированы, чтобы уничтожить Иисуса Христа. Visi farisēju nodomi bija fokusēti, lai Правда? iznīcinātu Jēzu Kristu. А здесь употребляется то же самое слово. Un šeit tiek izmantots tas pats vārds. Но сейчас мы являемся те, кто гоняют Bet чего-то. tagad mēs esam tie, kas kādu vajā. Мы преследуем всей силой, все желания достигать то, для чего Бог нас призвал. Mēs izmantojam visu spēku, visu vēlmi, lai dzītu to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Мы гонители Божьи замысли за нас, для нас. Mēs esam Dieva nodomu vajātāji priekš mums. То есть это то, что Павел предлагает нам делать. Tas ir tas, ko Pāvils mums piedāvā darīt. Это то, что Павел говорит. Я еще раз говорю об этом, еще раз говорю об этом. Почему об этом говорю? Потому что это для вас надежно. Pāvils saka, es to vēl un vēlreiz atkārtoju, un kāpēc es to daru, jo tas ir derīgi jums. Это вам полезно слышать. Jums to derīgi dzirdēt. Не потому что не то, что Бог хочет гонять нас так. Ne jau Нет. tāpēc, ka Dievs mūs grib vajāt tā, Бог хочет, чтобы мы ревнули так сильно за Его намерение для нашей жизни. Dievs vēlās, lai mēs esam greizsirdīgi pret viņa nodomiem mūsu dzīvē. Что мы в том, что осталось в нашей жизни на земле, Tajā, kas palika mūsu dzīvē virs zemes, могли šeit, обнаружить эти добрые дела. mēs varētu atrast šīs labas Могли lietas, посвящаться, чтобы делать это добрые дела, varētu nodoties, lai darītu šīs labas lietas, которые Бог приготовил для нас. ko Dievs mums ir sagatavojis. Что мы составляли себя двигаться. Lai mēs piespiestu sevi Потому virzīties, что есть намерение, jo ir nodomi есть цель. un ir mērķis. И Господь все приготовил для нас. Un Dievs mums ir visu sagatavojis. Поэтому еще раз говорю, дорогие, я не хочу, чтобы никто не чувствовал себя заставленным это делать. Es negribu, lai kāds justu, ka jūs esat piespiesti to darīt, Это самое лучшее для нас. bet tas ir vislabākais mums. Есть вещи, которые действительно являются совершенной волей Божией для каждого из нас. Ir lietas, kas ir patiešām Dieva patīkama griba katram no mums. Мы посвящаемся к Богу. Mēs esam nodoti Dievam. Как написано, высшее звание для каждого из нас. Есть высшее звание. Rakstīts, ka ir augstāks nodoms katram no mums. То есть, может быть, какая-то профессия, которая у нас есть какая-то функция, которую мы исполняем в обществе. Ir profesija, kas mums ir, vai misija, ko mēs pildam sabiedrībā. Я доктор, я врач, я адвокат, я строитель, я... Es esmu ārsts, advokāts, Неважно, celtnieks. что... Nav Но есть svarīgi. высшее звание. Bet ir augstāks Есть nodoms. высшая профессия. Ir augstākā profesija. Есть высшее звание от Бога для каждого из нас. Ir augstāks aicinājums no Dieva katram no mums. Войти в Его план. Ieiet viņa plānā. Повлиять в этом мире с Евангелием Иисуса Христа. Ietekmēt šai pasaulē ir Jēzus Kristus evaņģēlija. Смотрите, как люди меняются, потому что мы совершаем эти добрые дела, которые Бог готовит для нас. Redzēt, kā cilvēki mainās, jo mēs pildam šīs labas lietas, ko Dievs mums ir sagatavojis. Все имеет свое место в нашей жизни. Visam ir vieta mūsu dzīvēs. Все имеет свое место. Я об этом Visam хочу ir говорить. vieta, un arī par to vēlos parunāt. И если мы смотрим контекст, Un, ja mēs skatāmies kontekstā, апостол Павел продолжает говорить, tad apostols Pāvils turpina runāt, что никто из нас совершен.
ka neviens no mums nav pilnīgs. Никто из нас может говорить, да, я все достигал, я все знаю, Neviens no mums nevar pateikt, esmu visu Ja всё sasniedzis, исполнял. visu zinu, visu esmu izpildījis. мне больше ничего не надо. Нет, никто Un из vairāk нас man не nekas nav совершенен. vajadzīgs. Neviens no mums nav Но Он pilnīgs. ободряет нас вместе делать все это. Bet tas iedrošina mums visus kopā darīt to. Даже если кто-то думает, что совершен, Pat ja kāds domā, ka ir pilnīgs, так должен мыслить. tam Написано. jādomā tā. Если же вы о чем иначе мыслите, Ja jūs par kaut ko savādāk domājat, то и это Бог вам откроет. tad Dievs jums to parādīs. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и потому правильно жить, какой имеете в нас. Что это значит? Ko tas nozīmē? Павел пользует какой-то иронией здесь, да? Pāvils šeit izmanto kādu ironiju. Но он обнаружит одну истину, которая бывает в всех группах. Bet šeit viņš atklāja vienu patiesību, kas ir katrā grupā. Что очень трудно, что мы все были согласны во всем. Ir grūti, lai mēs it visā būtu viena prātā. Очень трудно. Ļoti grūti. Но Павел смотрит это с надеждой, Bet Pāvils uz to skatās ar cerību. что если мы представим вам пример хороший, Ja mēs jums parādīsim labu как он говорит, piemēru, вот посмотрите на меня, я так и живу. kā viņš saka, paskatieties uz mani, es arī tā Я dzīvoju. посвящался Богу, я живу для Бога. Es esmu nodots Dievam un Ну dzīvoju посмотрите, Dievam. старайтесь подражать мне, апостол Павел говорит. Skatāties un cenšaties līdzināties man, saka apustulis А если Pāvils. кто-то думает по-другому, Ja kāds domā ну, savādāk, пусть Бог откроет ему. lai Dievs viņam to atklāja. Я не буду останавливаться ради этих людей, которых не понимают. Dēļ šiem cilvēkiem, kuri nesaprot, es neapstāšos. Я хочу идти вперед. Es vēlos iet uz priekšu. Я хочу, чтобы некоторые шли со мной, апостол Павел говорит. Un apustulis Pāvils saka, es gribu, lai daži man sekotu. Но он все-таки он говорит, это для всех, это не только для супердуховных, Un viņš saka, tas ir domāts visiem, nav tikai supergarīgiem. не только для пастырей и для лидеров, Ne tikai mācītājiem, Это jeb для līderiem, tas ir domāts visiem. познать более Божие, Pazīt Dieva gribu, исполнять более Божие. pildīt Dieva gribu. Второе, что он говорит, Otrā lieta, ko viņš и на saka, это тоже, это Библия говорит, par to runā Bībele. посмотрим в 18 стихе. Redz, skatīsimies 18. Была pantā. одна проблема в этой группе. Šai grupā bija viena problēma. И он говорит, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Что это значит? Ko tas nozīmē? Что среди любой группы Ka starp jebkādu grupu всегда будут те, кто думает о земном, vienmēr būs tie, kas domā par zemes lietām, которые не понимают духовных принципов, kuri nesaprot garīgus principus, которых, как Петр говорит Иисусу, kuri, kā Pēteris saka Jēzum, пусть никогда не происходит с тобой этот. lai ar tevi tas nekad nenotiktu. Он думал по-человечески. Viņš domāja kā cilvēks. Он думал с хорошим намерением. Viņš domāja ar labu nodomu. Он хотел оберегать жизнь Иисуса. Viņš gribēja pasargāt Jēzus А Иисус dzīvi. говорит, отойди от меня. Bet Jēzus saka, ej projām no Смотри, manis. То есть я хочу сказать, что иногда земные человеческие мысли могут оказаться врагами Es gribu pateikt, ka Божьих dažreiz намерений. arī cilvēka domas var būt ienaidnieki Dieva plānā, nodomā. Мы можем думать, что да, вот так я думаю, и так и должен быть. Mēs varam domāt, es domāju tā un tam tā arī jābūt. Нам нужно быть очень осторожными. Bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar to. Поэтому апостол Павел говорит, пусть Бог откроет. Un tāpēc apustulis Pāvils saka, lai Dievs jums atklāja. Потому что мы не можем составлять человека. Jo mēs nevaram piespiest Но cilvēku. действительно могут, эти не были неверующие. Он говорит о верующих, которых находились там, в этой церкви в Филиппос, Un tie nebija neticīgi. Viņš runā par ticīgiem, kas bija Filipu draudzē, которые оказались врагами креста Христова, kuri bija Kristus krusta ienaidnieki. потому что их мышление было земное. Jo viņi domāja kā cilvēki. Поэтому Павел говорит, обновляйтесь в ухе ума вашего, Un tāpēc Pāvils saka, atjaunojieties savā prātā, чтобы вы могли познать волю Божию. lai jūs varētu pazīt Dieva gribu.
Тогда говорю, все имеет место в нашей жизни. Un tad es atgādinu, ka visam ir vieta mūsu Все dzīvēs. имеет, все хорошо, когда наша жизнь по параметрах этого мира просто идеальна. Viss ir labi, kad šīs pasaules parametra skatienā mūsu dzīve ir ideāla. Все, мы делаем все, что общество считает приемлемо, да, Mēs darām правильно. visu, ko sabiedrība uzskata par pieņemamu un pareizo. Все, что хорошо в этом мире, это не совсем плохо. Viss, kas ir labi šai pasaulē, tas nav Но pavisam когда это slikti. мешает исполнять наше звание, Bet, kad tas traucē pildīt mūsu aicinājumu, когда приоритеты наши не как Бог желает. kad mūsu prioritātes nav tādas, kā Dievs vēlās. То есть я просто хочу сказать, давайте будем осторожными, да? Es gribu vienkārši pateikt, ka esam uzmanīgi. Потому что есть вещи, которые они не греховные, не греховные. Ir lietas, kas nav grēcīgas, Но именно из-за того, что они не греховные, bet tāpēc, ka tās nav думаем, grēcīgas, что позволение к человеку, который должен служить Богу. domā, ka tie ir doti cilvēkam, kas varētu kalpot Dievam. И вот эти вещи иногда мы должны приносить к жертвеннику Un dažreiz tādas lietas mums jānes uz altāra и отдавать Богу. un atdot Dievam. Те вещи, которые мы думаем, что могут гарантировать наше будущее. Tās lietas, kas pēc mūsu domām var garantēt mūsu nākotni. Колоссянам уже иду в концу. Kolosiešiem Написано, ir rakstīts, давайте я прочитаю. Итак, если вы были воскрешены со Христом, это новый перевод, то стремитесь к небесному, туда, где Христос сидит по правую руку от Бога. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь закрыта вместе со Христом в Боге. Ваша жизнь Христос. И когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе. То есть размышляйте о небесном, domājiet par devišķām lietām, о вашем, нашем высшем звании в Иисусе Христе. par manu un jūsu augsto aicinājumu Kristu. И что мы должны делать? Un kas mums ir jādara? Просто посвящаться к Богу. Vienkārši nodoties Dievam. Просто сказать, Бог, Господь, Un vienkārši pateikt, kungs, все тебе принадлежит. viss pieder Tev. Все тебе принадлежит. Viss Мое pieder будущее Tev. в твоих Mana руках. nākotne ir Tavās rokās. Покажи мне, как надо делать. Parādi man, kā vajag darīt. Покажи мне следующий шаг. Parādi man nākamo soli. Не позволь мне жить одержимым с этими достижениями материальных. Или Neļauj man dzīvot apsēstībā ar šīm materiālām lietām. для чего я живу, Господь? Kādēļ es dzīvoju, kungs? Недавно были в группе несколько человек, и вы сказали наше желание для следующего года, для будущего. Nesen biju grupā ar dažiem cilvēkiem, kuri izteica savu vēlmi nākamajam gadam, nākotnē mums. И кто-то говорил, я хочу быть полезным для Бога. Un kāds teica, es gribu būt derīgs Dievam. Я хочу найти мою функцию. Es vēlos atrast этой manu жизни. funkciju šajā dzīvē. И мы в прошлый раз, и каждый раз можем приносить наше прошлое. Un katru reizi un atkal mēs varam nest mūsu Но pagātni. сегодня я хочу вас ободрить, приносить Богу ваше будущее. Bet šodien gribu jums iedrošināt nest Dievam jūsu nākotni. Ваше будущее. Jūsu nākotni. Что ваше будущее не зависело бы, что вы можете, где учатся ваши дети. Lai jūsu Какая nākotne ваша nav работа? atkarīga no tā, ko jūs varat, kur mācās jūsu bērni, kāda ir jūsu funkcija. Что ваше будущее зависело о Боге, только о Боге. Bet lai jūsu nākotne būtu atkarīga Вот tikai vien no посмотрите, Dieva. Бог дал Аврааму сына, Dievs deva Ābrahamam dēlu, единственный. vienīgo. Это было его будущее. Tā bija viņa nākotne. Потому Бог сказал ему, в этом сыне будет назван тебе семя.
Un Dievs teica, šajā dēlā būs tev dota sēkla. Это твое будущее. Tā ir tava То, nākotne. что я тебе обещал 20 лет, Ko es tev solīju 20 вот, gadus, исполнилось. piepildījās. Исаак – это твой будущее. Īzaks ir tava nākotne. Потому что я тебе дал. Es tev to devu. А вдруг Un pēkšņi приноси сына твоего в жертву. upurē savu dēlu. Вау. Vau! И что сделал Авраам? Un ko darīja Ābrahams? Он пожертвовал Viņš upurēja его будущее. savu nākotni. Он пожертвовал его будущее. Viņš upurēja savu Если Исаак умер nākotni. бы, Ja Īzaks nomirtu, все, больше Весь будущего нету у Авраама. nākotnes vairs nebūtu Ābrahamam. Все, что Бог обещал, все Visu, успехи, все достижения, Ko Dievs solīja, всё veiksmi, закончилось. panākumus, viss tas būtu beidzies. А что сделал Авраам? Ko izdarīja Ābrahams? Взял сына своего, Paņēma savu dēlu, навязывал его. sasēja viņu. Я удивляюсь этой истории, да? Es apbrīnoju šo stāstu. Я думаю, что у Исаака была больше веры, чем у Авраама. Es domāju, Īzakam bija vairāk Потому что ticības он nekā Ābrahamam, согласился. jo viņš piekrita tēvam. И я верю, что Исаак умер. Un es ticu, ka Īzaks nomira. Не физически, Ne jau fiziski. он умер в сердце Авраама. Viņš nomira Ābrahama sirdī. Он умер, потому что когда он поднял нож, Jo, kad viņš pacēla nazi, он уже дорога назад не был. ceļa atpakaļ vairs nebija. Он был готов уже отпустить руку. Viņš jau bija gatavs nolaist И roku. секунду до того, как он отпустил руку, Исаак умер. Un mirkli pirms viņš nolaida roku, Īzaks bija В miris. его сердце, его все. Viņa sirdī viss tas И когда bija. он достиг этот момент, Un kad viņš sasniedza šo momentu, Бог видел этот момент. Dievs redzēja šo Бог momentu. понял, Dievs saprata, что Авраам был готов жертвовать не только его прошлое. ka Ābrahams bija gatavs upurēt ne tikai savu Когда Бог pagātni. сказал, уходи из дома твоего, Kad viņš pateica, Atstāj izej no землю sava твою. nama, я atstāj покажу savu лучшую zemi, землю. es tev parādīšu И labāko Авраам zemi. пожертвовал свое Un прошлое. Ābrahams upurēja savu pagātni. А пришел момент, когда он должен жертвовать свое будущее. Bet nāca moments, kad viņam vajadzēja upurēt savu nākotni. И это то, что нам придется делать. Tas ir tas, ko mums vajadzēs darīt. Если действительно мы желаем исполнять те добрые дела, Ja patiešām mēs vēlamies pildīt tos которые labus Бог darbus, приготовил для каждого ko из нас. Dievs ir sagatavojis katram no mums, И совершить завет с Богом. Еще раз. un vēlreiz veikt šo derību ar Потому что Dievu. алтарь, жертвенник – это место завета с Богом. Jo altārs, upurēšanas altārs, tā ir derības vieta ar И что Dievu. Бог знал, что сегодня, Un lai Dievs zinātu, ka šodien, в 2026 году, 2026. мы gadā, снова посвящались Ему mēs atkal viņam nodotu для всего, что Он хочет. visam, ko viņš Если vēlās. нужно поменять планы, Ja vajag mainīt plānus, поменяю мои планы. pamaini manus Если plānus. нужно кое-что оставить, Ja vajag kaut ko atstāt, оставлю. es atstāšu. Но для этого нужно получить от Бога вот это откровение. Bet tādēļ vai jāsaņem atklāsme no Dieva. Никто не может заставить тебя это сделать, кроме Бога. Neviens nevar piespiest tev to darīt, У Иисуса izņemot тоже Dievu. был свой жертвенник. Arī Jēzum bija savs altārs Гетсемани. Getsemānas dārzā. Он сказал, Отец, Viņš teica, Tēvs, если можно, ja var, но да будет воля Твоя. lai ir tava griba. И он отдал свое будущее Un viņš atdeva savu в nākotni, руках Отца Своего. sava tēva rokās. И со слезами Un ar asarām он принял это решение. viņš pieņema šo lēmumu. И поэтому мы сегодня здесь. Un tāpēc jūs šodien esat šeit. Аминь. Amen. Потому что он прошел через жертвенник. Jo viņš izgāja caur šo Он altāru. отдал свою жизнь. Viņš atdeva savu dzīvi. Заканчиваю, ободряю вас делать одно. Особенно, здесь не важно, кто жена, замужняя или... Pabeigšu Nesamušņēji. ar to, lai iedrošinātu jūs izdarīt kādu lietu. Nav svarīgi, precējies jūs esat Когда vai я nē. готовил этот проповедь, у меня пришло вспоминание, когда мы посвящались Богу. Kad es gatavoju šo svētdienu, man bija atmiņas par to, kā mēs nodevam sevi Dievam. То есть мы здесь, на чужой земле, Mēs šeit esam svešajā zemē. потому что однажды мы
Понимаете, я не хочу поставить себя как пример, но Павел говорит, вот так я поступаю, старайтесь Es подражать. negribu sevi Вот. parādīt kā piemēru, bet Pāvils saka, skatieties uz mani un dariet, kā es daru. Мы слышали, что в Испании была нужда. Mēs dzirdējām, ka Spānijā bija vajadzība. Пришел пастор, говорил о Испании, Atnāca mācītājs, runāja par Spāniju, и он сделал призыв. un viņš Он говорил, aicināja priekšā. если кто-то думает, что Бог может пользоваться тебе, Viņš teica, ja kāds domā, ka Чтобы Dievs var tevi проповедовать lietot, sludināt в другой стране, citā valstī, подойдите сюда. tad nāciet priekšā. Я помню, что мы с Дамарис смотрели друг на друга Es atceros, ka mēs ar Damaru skatījāmies viens uz otru и согласились. un piekritām. И говорю, пойдем? Ejam uz priekšu. И оба пришли. Un abi gājām Оставили priekšā. наше место. Мы были Atstājām mūsu студентами vietu. библейского колледжа. Mēs bijām vēl Bībeles skolas studenti. И подошли вперед, Izgājām priekšā, он молился за нас, viņš par mums lūdza, и тогда все началось. un tad viss В sākās. тот момент все началось. Tajā momentā viss В sākās. тот момент Бог принял нашу жертву. Tajā momentā Dievs pieņem mūsu upuri. В тот момент мы говорили, Господь, если хочешь. Tajā momentā mēs teicam, kungs, ja nu Vot, jā. vēlies. И с того момента Бог начал сопровождать нас Un no tā momenta Dievs sāka mūs vadīt чудесным образом, brīnumainā veidā, чтобы понимать, что дальше. lai saprastu, kas tālāk. Что я хочу сказать, что Un ko es vēlos pateikt? было согласие. Bija piekrišana. Было согласие. И хочу обращаться к семейным парам. Bija piekrišana, un tāpēc vēlos vērsties pie ģimenes pāriem. Иногда муж хочет посвящаться Богу, Dažreiz vīrs vēlās nodot sevi Dievam, а жена говорит, нет, ты что, надо bet работать. sieva saka, nē, ko tu vajag taču strādāt. Как так много фраз в церкви, что не надо исполнять твою функцию как муж. И тормозит. Tik daudz ir funkcijas kā vīram, kas tev jāpilda, un tāpēc tas bremzē. Или иногда наоборот, жена хочет посвящаться Богу. Un citreiz otrādi, sieva grib veltīties tормозит. Dievam, bet vīrs bremzē. Я хочу сказать, если Бог будет, не если, когда Бог будет развивать ваши жизни, как служители Божии, в вашей семье для блага ваших детей, Es gribu pateikt, ka Dievs jūs izmantos un attīstīs jūsu ģimenē, jūsu bērnu dzīvē par labu. это будет, когда вы будете принимать это решение вместе. Tas notiks tad, kad jūs pieņemsiet šo lēmumu kopā, Когда вы вместе будете служить Господу. kad jūs kopā kalposiet Dievam, Когда в вашем браке будет согласие. kad jūsu laulībā būs vienotība, Когда в вашем браке будет намерение преследовать высшее Божие призвание. ka jūsu laulībā būs nodoms sekot Dievam augstākam А если вы aicinājumam. холостым Ja jūs esat или neprecējies, холостой, вам проще. jums ir vieglāk. Вам проще прийти к Богу. Jums ir vieglāk nākt pie Dieva. Вам никто не мешает. Jums neviens netraucē. Вы свободны Jūs esat brīvi, для того, чтобы служить Господу. lai kalpotu Dievam, Но нужно отдаваться. bet vajag И nodoties. это мой призыв сегодня. Un tas ir mans aicinājums šodien. Чтобы вы вместе с своей супругой Lai jūs kopā ar savu sievu принесли вашу семью к Богу. nestu jūsu ģimeni pie Dieva, Ваши дети. lai jūsu bērni, Чтобы Бог их хранил. lai Dievs viņus sargātu, Чтобы они служили Господу больше, чем вы могли бы служить Господу. lai viņi kalpotu Dievam vairāk nekā jūs to darījāt. un Чтобы darat. ваши дети, которые еще не в Господе, они могли посвящаться к Нему. Lai jūsu bērni, kuri vēl nav iekšā kunga, varētu nodoties viņam. Чтобы ваша семья была настоящей христианской семьей, Lai jūsu ģimene ir īsta kristīgā ģimene, через которых Бог действует, caur kuru Dievs darbojās, спасает людей. glāb cilvēkus. И все начинается в Божьем алтаре. Un viss sākās pie Dieva altāra. Группа прославления, пожалуйста. Давайте будем поклониться Господу. Tagad pielūgsim Спасибо. Dievu. Спасибо.